Наш эфир продолжает брифинг оперативного штаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике, предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о лесопожарной обстановке в республике. На сегодняшнее утро на территории республики действует 23 пожара, тушится из них 6 пожаров. В зоне контроля находится 17 пожаров. Локализовано за сутки 3 пожара, ликвидировано 14, вновь обнаружено 2 пожара. На этих пожарах работает 296 человек, 35 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекались воздушные судна. Работы по тушению лесных пожаров продолжаются на территориях 4 районов. Это Вилюйский, Усть-Майский, Чурапчинский, Сунтарский. Также по мере стабилизации обстановки выбывают лесопожарные силы, которые привлекались извне. Сегодня запланирован вывод инженерного батальона, который привлекался по линии Министерства обороны Дальневосточного федерального округа. На сегодняшний час угроз населенным пунктам и объектам экономики не отмечается. Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Указом главы Якутии действия мер против распространения коронавируса продлены до 30 сентября. Якутянка Степанида Артахинова заняла 4-е место в одиночном разряде соревнований по стрельбе из блочного лука на Паралимпийских играх в Токио. Анастасия Петрова из Якутии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин Центральной Азии – пик Ленина. Указом главы Якутии действия мер против распространения коронавируса продлены до 30 сентября. Накануне глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о внесении изменений в указ главы республики от 1 июля 2020 года о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в республике в связи с распространением COVID-19. Данным указом действие мер продлено до 30 сентября 2021 года. На текущий момент ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, остается напряженной. Продолжается вакцинация населения Якутии. 290 тысяч якутян прошли полный курс вакцинации. Аэрофлот возобновит прямые рейсы Якутск-Москва-Якутск. Авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Якутск и в обратном направлении со 2 октября этого года. Рейсы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья. Ранее сообщалось, что прямые рейсы из аэропорта Якутска в Москву планирует возобновить авиакомпания «Сибирь» S7 Airlines. Ежедневные рейсы из Москвы в Якутск и обратно авиакомпания, по предварительным данным, начнет выполнять с 20 сентября 2021 года. Кроме того, полеты в этом же направлении и обратно в расписание аэропорта Якутска вводит авиакомпания «Северный ветер» с 4 октября текущего года. Готовность котельных в Якутии к предстоящему отопительному сезону составляет 83%. Об этом накануне на брифинге сообщил министр ЖКХ Якутии Вячеслав Емельянов. В целом мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду выполнены на 88%. Также в рамках подготовки к зиме и успешному прохождению отопительного сезона коммунальщики завезут более 500 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. Из них на сегодняшний день отгружено 78%. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 сентября в России вступят в силу изменения в законодательстве, в том числе закон о выплате больничных на детей до 7 лет и гаражная амнистия.
Володин подчеркнул, что первый закон касается социальной сферы и предусматривает дополнительную поддержку семей с детьми. С сентября выплаты по больничным на детей до 7 лет включительно будут составлять 100% среднего заработка вне зависимости от стажа. Также глава Нижней палаты парламента выделил гаражную амнистию. По его словам, многие гаражи, которыми владеют россияне, построены еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. Теперь же граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи. В селе Тас-Юрях построят многофункциональный центр. В следующем году специалисты начнут возводить здание. В нем расположатся спортивный зал и зал для культурных мероприятий, библиотека, почта и управление администрацией. Об этом рассказал глава района Ришат Юзмухаметов на встрече с народным активом и представителями Алроса. Народный актив собирает круглые столы второй месяц. Собравшиеся обсуждают с органами местного самоуправления план развития алмазного региона на ближайшие 2-3 года. Выяснилось, руководство культурно-спортивного комплекса хочет модернизировать горно-лыжную базу «Алмазная долина». Поступили предложения построить канатный парк, усложнить горно-лыжные трассы. А еще привлечь местных предпринимателей, установить кафе и зоны отдыха. Также на круглом столе обсудили нехватку квалифицированных тренеров и педагогов. В дальнейшем народный актив и его лидер Александр Басыров вместе с местными властями разработают программу, по которой смогут привлечь нужных специалистов. Нам сегодня предстоит объединить все усилия и выводить спорт и развитие культурной жизни на нужный уровень, чтобы наши дети могли нормально развиваться, да и взрослым тоже вести здоровый образ жизни. Минэкономразвития России предложила перенести реформу расширенной ответственности производителя на 2 года с 2022 на 2024 год. Об этом сказано в заключении ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Мусорная реформа предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. Планируемый срок начала реформы 1 января 2022 года представляется нереализуемым, отметили в Минэкономразвитии. Степанина Артахинова заняла 4-е место в одиночном разряде соревнований по стрельбе из булочного лука на Паралимпийских играх в Токио. В борьбе за право взойти на 3-ю ступень пьедестала якутянка со счетом 139-142 уступила итальянке Марии Андреа Вирджилио. Напомним, ранее Артахинова вместе с Баиром Шигаевым из Бурятии завоевала бронзовую медаль в турнире смешанных пар. В минувшем соревновательном дне игр выступила и другая якутянка. Алена Дмитриева в составе команды ПКР в 3 партиях обыграла сборную Руанды в матче группового этапа соревнований по волейболу сидя. Якутянка в этой встрече записала на свой счет 1 очко. В следующей игре россиянки сойдутся с командой США. Матч пройдет 1 сентября. Покорила горы за 20 дней. Якутянка Анастасия Петрова совершила восхождение на одну из самых высоких вершин Центральной Азии – пик Ленина. Это горная вершина Чон-Алтайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Я ходила на Эльбрус, потом на Айленд Пик ходили. Позапрошлом была на Конкагуа, это в Аргентине. И в прошлом году во время пандемии мы были на Алтае, там очень красивая вершина, есть тоже Белуха называется. И Казбек вот со стороны России, соседей. Ну, я с 18-го года начала, поэтому у меня список гор не так уж велик. К этому часу это все новости. Хорошего дня!